Дональд Трамп победил, и это был шок для демократов, для республиканцев и для тех, кто наблюдал за выборами из других стран. Социологи и эксперты до последнего их всех уверяли, американцы проголосуют за Хиллари Клинтон. Если бы я делал ставки, ставил бы на внушительную победу Хиллари. Республиканцу просто не дадут занять Белый дом. Завалят Трампа, то не дадут ему победить. Первые результаты как будто подтверждали прогнозы. Хиллари Клинтон 4 голоса, Дональд Трамп 2 голоса. В Флориде, опять же, с небольшим преимуществом, но теперь впереди Хиллари Клинтон. Российские каналы освещали результаты выборов не просто внимательно, как будто речь идет о собственной стране, а еще и эмоционально, будто они прореспубликанские каналы. Дональд Трамп вырвался вперед в одном из ключевых штатов. В какой-то момент мы поняли, Трамп, кажется, сможет победить. Такая лампочка загорелась, и мы все подумали, ничего себе. В США на президентских выборах победу одерживает кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Историческая ночь. Все шокированы и удивлены. Дональд Трамп, вопреки всем шансам и всем опросам, был избран президентом. Депутаты Госдумы во время пленарного заседания встретили новость о победе Трампа аплодисментами. Совсем иначе было в США. За исключением Fox News, большинство крупных каналов и влиятельных газет выступили против Трампа. И решение избирателей их не просто удивило. Многие ведущие и не пытались скрыть разочарование, обиду и даже страх. Между тем, вы проснулись. Это не ужасный сон, и вы не умерли и не попали в ад. Теперь это ваша жизнь, это наши выборы, это мы, это наша страна, это реальность. Это называют чудом, но я бы сказал, что это кошмар. Учишь детей не быть хулиганами, не быть расистами, учиться, а потом происходит вот такое. Как это объяснить своим детям? Также эмоционально и встревоженно восприняли победу Дональда Трампа и многие мировые СМИ в Великобритании, Франции, Германии, Австралии. Но не в России. Там продолжают праздновать победу вместе с Дональдом Трампом и слегка иронизировать над разочарованием его противников. И теперь уже ни слова о сфальсифицированных выборах и купленных голосах, которыми так пугали российского зрителя. Триумф Дональда Трампа на выборах в США практически вызвал панику в Европе, ведь партнеры Вашингтона в ЕС сделали ставку на Хиллари Клинтон. Настроение в окружении Клинтон, безусловно, не самое радужное. Многие высказывались нецензурно. Одним из первых мировых лидеров Дональда Трампа с победой поздравил Владимир Путин. За Дональда Трампа, за его победу!